Чиньевороке Княжпогосского района заработала обновленная установка по производству щебня. Незаменимый в строительстве сыпучий материал Коми производит для себя сама. Больше 95% всей добытой щебенки в Чиньевороке идет на внутренние нужды региона. Сможет ли производство эффективно работать в условиях санкций, не снижая при этом объемов добычи, и грозит ли региону дефицит щебня, узнал мой коллега Евгений Стокос. За моей спиной не метеоритный кратер, а Чиньеворское доломитовое месторождение. Щебень отсюда используется в строительстве дорог и зданий не только в республике Коми, но и в наших регионах-соседях. Запасов, по самым скромным подсчетам, хватит на 100 лет. Компания «Автодор», которая разрабатывает месторождение, продает около 400 тысяч кубометров ценного ресурса в год. Если рядом с вашим домом недавно клали дорогу или что-то строили, почти наверняка щебень для работ добыли здесь. Чтобы горная масса превратилась в сыпучий ресурс для строек, ее сначала дробят, а потом разделяют на фракции. Их легко различить на глаз. Несмотря на солидный возраст, этот дробильно-сортировочный комплекс работает круглый год, выдавая до 1000 кубометров продукта за смену. Дробилка, она 1993 года. Работаем по старым ГОСТам, которые уже в данный момент практически никем не используются. Данная дробилка сейчас производится щебень 4 фракций. Это АТЕВ 0,5, 2040, 5,20 и 40,70. У нас клиенты идут, берут щебень и по старым ГОСТам, и по новым. То есть на него спрос все равно не падает. А этот комплекс ПДСУ-200 модернизировали в этом году. Он позволяет производить щебень самых разных фракций, которые соответствуют как раз новым дорожным ГОСТам. 35 миллионов рублей на апгрейд предоставил региональный фонд развития промышленности. Иностранных компонентов установка не потребует. Финансирование, получается, было по 3%. Это очень льготная ставка для любого предприятия. При условии, что вначале мы получили деньги, и сумму процентов мы будем платить только с 2023 года. Оборудование, которое мы приобрели, оно импортозамещаемое оборудование, то есть это российское производство. Все запасные части мы можем приобрести именно в России. На самом карьере ситуация немного иная. Здесь есть разная техника, в том числе зарубежная, но добытчики уверяют, проблем в перспективе быть не должно. Гидравлические экскаваторы мы приобрели. Камацу у нас и Джандир, то есть приобретение новое. Самосвалы у нас и отечественные есть, МАЗы, КАМАЗы. И вот в том году мы приобрели новые самосвалы, это Скания и Вольво. У нас основной большой экскаватор электрический, 5 кг. Он очень давнейший, да, но до сих пор работает. То есть у нас на сегодня капитальные работы по нему проводились, уже закончились. Благодаря модернизации технологий «Автодору» удалось добиться высокой категории прочности у обычно не самого прочного доломитового щебня. Теперь он конкурирует с самыми прочными марками на российском рынке, даже вулканического происхождения. Недостатка запчастей из-за санкций не предвидится, а главной, в кавычках, проблемой предприятия в ближайшее время, вероятно, станет слишком большое количество заказов. Евгений Стокос, Иван Богомолов, Юрган, Княжпогосский район.